Абдуллах Михаил Фимович, уважаемые гости торжественного собрания Актюмского наследия, позвольте поздравить всех со знаменательной датой истории нашей родной Якутии. С Днем Республики Саха-Якутия. 100 лет назад образовалась Якутская автономная Советская Социалистическая Республика. Эта дата имеет глубочайший смысл, как столетний рубеж государственности нашей республики и начало нового столетия исторического пути якутян. Актюмский наслед, как и все малые и большие населенные пункты нашей необъятной Якутии, переживал исторические периоды, продвигался вперед вместе с республикой под руководством своих общественных и политических лидеров. Сохраняя память истории наследия, уважая наследие предыдущих поколений, мы ставим для себя цели для движения вперед. Наш наслед имеет древнюю и богатую историю. На территории Актюмского наследия, местности Толой, около реки Архаюля, жил легендарный Тыгын-Тархан. В местности Истябран, в родовой усыпальнице потомков легендарного Тыгын-Тархана, захоронен князь Мазайыр-Базыков, внук Тыгына, который в 1676 и 1679 годах прибыл с делегацией в Москву и был принят в то время царем московского еще государства Феодором Алексеевичем. И после аудиенции получил судебно-административные права. В местности Кумахтах Малтана Актюмского наследия родился князь Сафрон Саранов. В 1768 году, после аудиенции с императрицей Екатериной Великой, Сафрон Саранов получает статус и становится первым из якутян официальным депутатом Екатерининской уложенной комиссии. Как подтверждают архивные документы, с 1860 по 1930 годы на протяжении 70 лет Актюмский наслед являлся административным центром обширного в то время Хангаласского улуса. Эта 70-летняя история отпечаталась в истории Актюмского наследия открытием первой школы в нашем улусе, именами первых учителей и директоров школы, ее выпускников, внесших неоценимый вклад в развитие нашего наследия, улуса и республики. В нашем наследии жил Константин Гаврилович Неустроев-Урсик, который в 1881 году окончил Санкт-Петербургский университет с дипломом кандидата естественных наук и являлся первым профессиональным революционером, народовольцем и ученым из народа Саха. Наш наслед также является родиной матери братьев Ксенофонтовых, Екатерины Максимовны, воспитавшей вместе с Василием Никифоровичем Ксенофонтовым ярких личностей и выдающихся ученых. Дорогие друзья, музей образования нашего улуса под руководством Валентины Петровны Наговицыной глубоко чтит память о годах вашей учебы, Михаил Ефимович, в первой школе Хангаласского улуса. И именно здесь, в музее образования Хангаласского улуса, нам кажется, нужно представить более полно, системно исторический период развития образования в нашей республике и придать музею статус места популяризации идей нашего Михаила Ефимовича и создания уникальной коллекции уроков первого президента. Еще одной знаменательной страницей истории нашего наследия является создание машино-тракторной станции как производственной базы для механизации сельского хозяйства. Для представления этого периода на общественных началах жительница нашего наследия Антонина Михайловна Анисимова создала музей МТС, работу которого нам следует, конечно же, беречь, продолжить и развивать дальше. С 1960 года на базе МТС и небольших колхозов в нашем наследии был организован совхоз Актюмский,
в дальнейшем известного по всей республике как совхоз «Миллионер». Мы сегодня приветствуем наших ветеранов труда, преклоняемся перед вами, нашими славными тружениками совхоза «Актемский». Как мы все знаем, рядом с нашим любимым селом в 1972 году был открыт исследовательский комплекс Института космофизических исследований и агрономии имени Юрия Георгиевича Шафера. Уникальность этого комплекса состоит в том, что в мире таких комплексных установок имеется только 3. И один из них находится расположен в нашем наследии. 1980 год – это год открытия первого среднего профессионального образования учреждения в нашем районе, которое впоследствии указом Михаила Ильича Николаева преобразовано в филиал Якутской государственной сельскохозяйственной академии. А сегодня это Арктический государственный агротехнологический университет. Конец 20-го, начало 21 века характеризуется историческим периодом изменения общественно-политической жизни вклада великой страны Советов. Именно в этот исторический период вы, Михаил Ефимович, стояли у истоков строительства новой Якутии, преобразования и изменения ее статуса. И мы, жители Актемского наследия, подчеркиваем ваш исторический вклад в определение политического статуса республики в составе Российской Федерации. Ваша государственная деятельность, многожальный Михаил Ефимович, как память легендарной истории, как историческое достояние Хангаласской земли, долины Аркяни, Актемского наследия республики, является достоянием народной памяти. Для сохранения и изучения документов государственной деятельности высшего должностного лица Республики Саха-Якутия в 2002 году в Актемском наследии была открыта библиотека первого президента Республики Саха-Якутия. Это уникальное учреждение также является достоянием республики, местом сохранения и изучения документального наследия государственной деятельности первого президента, его соратников, депутатов исторического 12-го созыва Верховного Совета Якутской АССР, стоявших у истоков принятия государственных символов, изменения названия республики, коренных социально-экономических преобразований нашей республики. Что касается этого периода, очень важно было понимать реальность, в которой наследию предстояло развиваться дальше. Страна вступила в эпоху турбулентности, одна система уходила, другая, многим непонятная, делала только первые шаги. Несмотря на трудности перестроечного момента и становления новой республики в новом статусе, Актемский наследие при этих условиях создавал новый облик наследия. Одним из важнейших событий в развитии наследия является открытие физико-математического форума «Ленский край» в 1999 году по указу первого президента. Как мы знаем, первыми руководителями форума были Валентина Петровна Наговицына со своей командой в лице Натальи Петровны Капитоновой и Марины Петровны Алексеевой с учителями Актемского лицея. Они и по сей день трудятся во благо развития нашего наследия. В дальнейшем форумом руководители Афанасий Иванович Ноев, кандидат педагогических наук, и Владимир Анатольевич Егоров, кандидат физико-математических наук. И сегодня физико-математический форум, преобразованный в Малую академию наук, продолжает добрые традиции и становится местом встречи талантливой молодежи с наукой под руководством доктора философии Василия Климовича Павлова. Призываю директоров школ Актемского наследия, Актемского научно-образовательного центра и Актемской школы еще более активизировать взаимоотношения с Малой академией наук по привлечению подрастающего поколения Актемского наследия к новейшим образовательным программам, которые появились и работают по всем имеющимся направлениям наук. И, конечно же, работать в тесной взаимосвязи для дальнейшего продвижения вперед.
нашей науки и образования. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить за помощь в строительстве Актемской школы-сада, генерального подрядчика строительства, группу компаний СЭП-5 под руководством выпускника Актемской школы Андрея Джуровича Данилова. И, конечно же, выпускников школы, которые единым строем показали образцовый пример уважения к родной школе и своим учителям. Строительство нового здания учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук хотелось бы поблагодарить президента Национальной нефтяной компании Игоря Ивановича Сечина, генерального директора фонда будущих поколений Владимира Анатольевича Егорова, подрядчиков строительства, генерального директора ООО «Аквизия» Охлопкова Михаила Филипповича и директора ООО «Сирен» Неустроева Александра Афанасьевича. И, конечно же, мультимедийного зала, нового мультимедийного зала Николаев-центра. Генеральный директор акционерного общества Комитет по драгоценным металлам и камням Республики Саха-Якутия Александра Егоровича Кычкина. Подрядчика строительства, директора строительной компании «Бартстрой» Семена Яновича Капитонова. Все мы прекрасно знаем, что на территории Актемского наслега находится единственный в республике зоопарк Ортодойду, который также создан по инициативе первого президента. Это уникальное местоположение зоопарка всегда притягивает посетителей со всей нашей республики. И, пользуясь случаем, хотелось бы призвать предпринимателей нашего наследия, которые работают в местности Ортодойду, развивать инфраструктуру в соответствии с международными стандартами развития таких прекрасных территорий. Изучать развитие природных парков с учетом пожеланий Михаила Ефимовича и сделать прекрасную территорию Ортодойду современным и привлекательным парком. Мне хочется отметить работу, влияние детской театральной школы нашего наследия на воспитание культурной среды наследия. С нами работают Александра Ивановна Афанасьева и Ирина Васильевна Протопопова, профессионалы с консерваторским образованием. И, конечно же, вряд ли каждый наслед сможет сказать, в хорошем смысле, похвастаться такими профессиональными специалистами. Отрадно отметить, что жители нашего наследия с воодушевлением приняли участие в постановке отрывка из знаменитого великого столетнего плана, прочитали со сцены отрывок из «Онхо Ньюгунбо «Стремители» в исполнении более чем 100 участников. Тем самым прикоснулись к помыслам одного из величайших основоположников нашей республики Платона Алексеевича Аюнского. Это и есть пример великолепной совместной работы нашей детской театральной школы и Центра культуры Баргары имени Анны Семеновны Даниловой. Уверен, что многогранная, яркая культурная жизнь нашего наследия продолжится в этом же прекрасном духе. Уважаемые участники торжественного собрания, в День Республики, когда мы отмечаем столетнее образование Якутской автономной Советской Социалистической Республики, хочу высказать пожелание своим односельчанам быть всегда вместе, смотреть в одном направлении, приложить максимум усилий для развития родного актемского наследия. Следующим шагом, следующей вехой развития нашего наследия должно стать преобразование актемского наследия в недалеком будущем в Наукоград с получением статуса первого Наукограда в республике Саха-Якутия. Для этого, нам кажется, созданы все условия. В настоящее время актемское наследие имеет высокий научный потенциал с мощным исследовательским комплексом, а также является уникальным центром образования, культуры и науки. Статус Наукограда даст мощный благоприятный эффект научному сообществу в виде грантовой поддержки федеральных и региональных ведомств, а также общественных исследований в виде развития инфраструктуры и благоустройства, а самое главное — увеличение
новых высокооплачиваемых рабочих мест. Я уверен, что все, кто сегодня собрался, присутствует в этом зале, поддержат идею создания нового града в Охтинском слеге. При этом доминирующую роль должна выполнять администрация Охтинского слега. Как глава чувствует всю меру ответственности на этом посту, чтобы власть в Охтинском наследии стала эффективной, еще более эффективной и способна создать условия для улучшения качества жизни наших людей, способной быть опорой для общества, для каждого человека в самых сложных ситуациях. Дорогие друзья, уважаемые односельчане, я верю, что доброе отношение друг к другу, любовь к своей родине, в своей земле, где мы родились, живем, учимся и работаем, станет основой единства жителей Охтинского слега. Желаю всем крепкого здоровья и счастья. С великим днем столетия образования Автономной Республики. Құттықтаулар бізді дұлақтырым, үкімет серен күнді демосакета, и сұрақтықтан бағыраметі қатанақ дұрубияны, Дело соргуну, улахантан, улахан сипихдери